Расскажите, пожалуйста, о том, что вы увидели в Гагарском районе, о возможных причинах наводнения, вот как специалист, который занимается укреплением берегов, чисткой русел рек. Расскажите, пожалуйста, что вы увидели? Здесь абсолютно не связано с руслами рек. Здесь вода, просто огромный большой объем осадков прошел через ливневые канавы, ливневки, канавы небольшие, и просто объем воды, который не рассчитан на эти маленькие канавы. За всю историю, люди там, которые по 40-50 лет жили, первый раз слышат о таком вообще. Не то, что видят, а слышат даже, чтобы такой объем воды здесь был. Вот сейчас я нахожусь в Лудза, и вот как раз наша техника сюда подъезжает, и мы будем расчищать мост, который оба заезда, что справа, что с левого берега, смыло через ливневый канал. А вы занимаетесь регулярно работой по укреплению берегов, руслами рек, очищением. Вот расскажите, какие обычно работы вы проводите в течение года? В этом году у нас в основном работы по мостам. В Порто-Чемчирске через ливневый канал по улице Гамгия сделали. Потом в конце делали мост перед полигон, что делают с бытовых отходов. И недавно тоже делали по Квешке через Аузгу. 30 метров моста смыла река Аузга, 2 пролета по 15 метров. Металлический мост, и мы его восстановили. Дополнительно уложили тетраподы вдоль правого берега, поскольку есть угроза подмыва правой опоры. И регуляцию русла в районе моста сделали. А можно ли вообще предотвратить какие случаи затопления, как-то работы проводить? Какие берегоукрепительные? Который объем участка прошел, здесь не рассчитаны наши реки, наши ливневые каналы на такой объем. Есть определенные места, где можно уменьшить определенный размер паводков. Конечно, можно. Это надо обслуживание, надо постоянная расчистка. Просто в наших условиях очень большой объем этих работ нужно провести. Все наши реки, каждая себя по-разному ведет. Некоторые просто намывают осадок на центр реки, и потом она начинает, поскольку центр русла заполнен, начинает размывать берега. Где-то есть искусственные сооружения, там мосты, какие-то подпорные. Естественно, река в этом месте надо постоянно обслуживать, чтобы и в эти сооружения тоже не было угрозы обрушения. А на реке Бзыб будут ли проводиться какие-то дополнительные работы? Ведь угроза повторения этой ситуации, она сохраняется? Тут, как мне давали информацию, что не на Бзыбе подъем. В основном именно притоки. Небольшие притоки, небольшие ливневые каналы. Я здесь, как вижу ситуацию, где я сейчас нахожусь, тут в Бзыбе это отношения не имеет. Больше притоки с горы сошел очень большой поток воды, который просто не вместился в местную гидроструктуру. Некоторые люди, которые советское время хорошо помнят, они говорят, что регулярно реки очищали от мусора, укрепляли берега, там инертные материалы тоже грамотно добывались, и что это позволяло предотвратить такие стихийные бедствия. Раньше было очень много организаций, например, даже взять Кодорское ушелье, отдельная организация. На самом Кодоре там, насколько я помню, несколько организаций только обслуживали один Кодор. Каждая речка была какая-то организация, были разные организации, которые обслуживали эти речки. Просто было очень большой объем работы, который выполнялся постоянно большим объемом техники, большим объемом людей. У нас в данный момент просто физически в нашей республике нет никаких возможностей такие объемы выполнять. Но, с другой стороны, ликвидация последствий – это тоже колоссальные расходы по меркам нашей страны. Это, которое сейчас было наводнение, ни одни регуляции бы это не спасло. И бывают такие наводнения, которые не поможет ничего. Понятно, что все русла надо регулировать, все в районе населенных пунктов, в районе мостов, везде надо постоянно производить регуляцию и обслуживание. Физически это такой объем, финансово просто очень большие затраты. А какие вообще инженерные методы защиты от наводнений существуют? И какие из них можно было бы применить в Абхазии методы?
Мы постоянно тоже мы ездим, смотрим ситуацию. Где-то русло просто нанесло на середину, надо расчистить, регулировать. Где-то оно на ней наносы образовались, оно сместилось русло. Надо поправлять, возвращать свое русло. Где-то надо углубить, материал нанесло. Везде по-разному. Где-то, особенно где подпорные стены, их тоже надо обслуживать. Мы в последнее время очень много используем тетраподы. Из них дамбы делаем, вот защитная, как по практика показала, тоже очень хорошо работает. То есть система дамб, она у нас используется сейчас тоже, да, в местах возможного затопления? И в советское время использовалась эта система, и мы сейчас используем. Оно очень затратно, во-первых. И все равно даже все вот эти дамбы, все это надо также обслуживать. А на реке Бзып такая дамба вообще была? Или, может, их несколько? И на каких реках вообще есть дамбы? Бзып постоянно регулируется. Вот мы небольшую такую, как отбойник делали в Осечко, например, на Бзыбе, это лет 5 назад, там смывало водоносные скважины. Вот мы там делали защитное из тетраподов. Ниже, но это уже не мы работали, кто-то, я сейчас не помню, делали тоже, расчищали. Устья мы давно, тоже лет 7-8 назад чистили. Выше тоже чистили. Но это регуляция, которая должна быть постоянно. И после того, как сделано, должно обслуживаться. Это тоже так же постоянно после каждого паводка. Тогда будет эффект. А на ваш взгляд, какие вот самые опасные места у нас в Абхазии? Сейчас как-то где-то выделить любая река. У нас, я не знаю, реки, которые не наносят ущерб, если его не обслуживать. Любая река, начиная от Ингура, заканчивая Псову. Вот мы на Псову сколько работали, тоже вот в прошлом году, например, где смывает школу, дорогу смывает. Постоянно. Все реки у нас, и Бзып, и Аутсгаут смыло в прошлом году мост по Квящи. Внизу сейчас подмывает на центральной трассе. Тоже сейчас вот смотрели, составляется документация по республиканской трассе, подмывает опору левобережную. Кодор постоянно затапливает. Вот в селах, во всех, вот мы постоянно едем, везде постоянно эта проблема. В этом году в Сухуми реки затапливают. Вот в этом году Сухумка вышла, Басва, там за счет очень узкая устевая часть, поэтому постоянно затапливает Басва. Постоянно Кутову населенные пункты затапливает. Там везде затапливает. У нас постоянно. Где-то больше, где-то меньше. Сейчас какую-то реку выделить, что это больше, это меньше. Какая-то в этом году, какая-то в следующем, везде по-разному работает. Где какие паводки, какие осадки. И говорят некоторые специалисты, что причина в том, что загрязняют реки, мусора много, что реки не очищают, и плюс застройка побережья. Мусор мы в основном при российских целях, особенно в городах. Вот в Сухуми чистили тоже Адзяб, Шкариквара, Басва. Вот очень много такого бытового мусора. И остатки машин, может, и холодильники, не знаю, бытовые приборы всякие, чего только не вытаскивали. Это тоже присутствует. Часть тоже, которая просто смыла и несло в реку. Сейчас это... А вот застройка, мы же вот бетонируем поверхности, и в воде некуда впитаться, и поэтому в воде ничего не остается, как продолжать течь по поверхности. Вот эта причина, она насколько... является ли она главной, на ваш взгляд? Главной нет, но тоже вот было замечено, мы русло Адзяб в 2017 году чистили, когда воду в городе отключалась вода в городе, то уровень тоже опускался. Но это по сравнению просто даже с обычным дождем объем не такой большой. А вот регулярно то, что вы делаете, какие у вас возможности есть? Что вот вы в состоянии сделать ежегодно, вот мероприятия, на которые у вас хватает сил? Вашей организации? Технически у нас есть достаточно возможностей. Мы постоянно расчищаем реки, мосты, подпорки. Вот также тетраподами делаем дамбы. В прошлом году на Бзыбе порядка 600 тетраподов было уложено. Не на Бзыбе, на Псову, например. В гостевом участке для защиты школы часть было уложено.
тетраподы изготавливаем, устанавливаем. Техника постоянно работает, где-то постоянно мы никогда не стоим, что-то делаем. И как специалист, что бы вы посоветовали людям? Можно ли дом защитить от наводнения? Что можно сделать? Я думаю, сейчас многие жители Гагарского района и села Алахадзы думают об этом. Никто не хочет повторения. Вот можно ли что-то придумать людям самим, чтобы спастись от такого? Каждый свой участок защищать. Это, конечно, нужно все канавы чистить периодически, которые больше всего зарастают деревьями. Многие вещи встречаются, что можно и самим сделать, там, например, почистить там от дерева, которое выросло прямо в русле. Но в основном, конечно, администрации должны этим заниматься, информацию давать, где сложные участки мы часто чистим. Спасибо вам за информацию. Всего доброго.